В матче между «Родиной» и «Строителем» кировская команда была как никогда в этом сезоне близка к победе. Первый опасный момент хозяева создали уже на первой минуте встречи. Реализовать его не удалось, и вскоре уже гости имели неплохой шанс провести голевую атаку, но действовали также безуспешно. Далее в течение 5 минут команды обменялись еще парой опасных моментов. Особенно близки были кировские хоккеисты к тому, чтобы открыть счет в начале 9-й минуты, разыгрывая угловой, но выручил голкипер гостей. Менее чем через 4 минуты, подавая угловой, успеха добились сыктывкарцы. Удачно пробил Максим Немцев. Пропущенный гол стал дополнительным раздражителем для хоккеистов «Родины». 15 минут игра шла на встречных курсах, но атаки команд в основном оканчивались заработанными стандартами. На 27-й минуте матча Игорь Леденцов грамотно выполнил подачу углового, а Александр Ронжин точно ударил, сравняв счет 1-1. Второй гол в ворота гостей забил на 34-й минуте Антон Рычагов. Голевую передачу записал на свой счет кировский вратарь Артем Катаев. Первые 15 минут второго тайма игра проходила преимущественно в центре поля. Периодические попытки соперников пробиться к воротам опять же заканчивались стандартами. Но на 61-й минуте матча после красиво разыгранной атаки Антон Рычагов выверенным пасом вывел на оперативный простор Дмитрия Евтюшина, и он, выбрав момент, неотразимо пробил из-под защитника. Счет 3-1 воодушевил болельщиков, но через 5 минут гости провели голевую атаку, и преимущество хозяев в счете вновь стало минимальным. Видимо, почувствовав, что наступает решающий момент, свое слово сказали арбитры. Назначенный в ворота «Родины» 12-метровый уравнял шансы команд на победу. Счет на 73-й минуте стал равным 3-3. Решающий гол в этом матче был также забит хоккеистами «Строителя». Оставшихся 12 минут игры плюс 1,5 минуты компенсированного времени не хватило кировчанам, чтобы отыграться. Эмоции зашкаливали как на поле, так и после игры, что вылилось в нерегламентированный инцидент на послематчевой пресс-конференции. Главный тренер «Родины» покинул зал. Руководство клуба приняло решение взять паузу, чтобы разобраться в ситуации. На игру в Сыктывкар поедет команда с Дмитрием Черепановым. Сегодня я позвонил главному тренеру команды «Строитель» Сыктывкар, принес извинения от хоккейного клуба «Родина». Значит, это позиция нашей команды. Мы уважаем соперников, и я думаю, что самое главное, любой спортсмен, любой тренер, любой руководитель спортивной команды должен уважать соперников, и если мы проигрываем, должны проигрывать достойно. Следующие 2 матча «Родина» проведет на выезде. 21 января в Сыктывкаре, а 3 февраля в Кемерово. В Кирове наша команда сыграет с уральским «Трубником» 8 февраля.